Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на август 2020 года для львов. Посмотрим, что ждет львов в этом месяце. Карта месяца выпадает четверка пентаклей. Первая часть месяца, середина месяца и окончание месяца. Теперь отношения, работа, финансы. Итак, у нас карта месяца четверка пентаклей. Карта, которая говорит о том, что у нас происходит, знаете, накопление каких-то средств. Да? Это может быть исполнение каких-то наших материальных желаний, улучшение в карьере, в работе, да, то есть когда нам либо зарплату увеличивают, либо стабильный у нас доход появляется. Кроме того, мы здесь можем делать какие-то приобретения, да, важные какие-то покупки, крупные, может быть, да. Это карта сбережений, когда нам удается отложить денежки, заработать, да, и отложить. Это способность наша зарабатывать деньги стабильно, то есть появляется у нас такая стабильность. Эта карта и говорит о бизнесе тоже часто, но о таком небольшом, да, когда мы зарабатываем, но как бы на каждодневные какие-то нам хватает расходы, да, то есть тут слишком много мы не можем заработать. Это не на квартиру, это не на машину, да, это вот на то, чтобы вот нужды наши удовлетворить. Кроме того, мы можем покупать по этой карте тоже что-то дорогое, может какие-то украшения, какие-то вещи, там косметику, одежду, может быть, сделаем подарки кому-то, да, но как бы не слишком дорогие. Также карта очень часто показывает на золотые украшения, тоже, может быть, золото покупаем, кто-то мебель покупает. Также хорошая карта для того, чтобы оплачивать там адвокатов, да, для того, чтобы помощь какую-то привлекать денежную к себе. Какие-то новые источники дохода могут появиться и такими стабильными стать, да, устояться, может быть, это. Так, что еще важно по этой карте? У нас здесь могут быть какие-то, знаете, выплаты. Вот, допустим, мы какое-то время вкладывались в какой-то проект, ну, допустим, инвестиционный, мы можем получить здесь деньги, да, допустим, все деньги забрали оттуда, да, это не просто дивиденды, да, это вот полностью мы забрали то, что мы раньше инвестировали. Может быть, мы здесь стараемся для детей что-то приобрести. Может быть, для творчества что-то приобретаем, для своего любимого дела. Ну, как-то хорошо себя чувствуем, да, у нас здесь есть средства, мы чувствуем себя защищенными, в безопасности и так далее. В принципе, такая стабильная, очень хорошая карта. Но она говорит о том, чтобы мы не тратили слишком много, чтобы у нас всегда оставались деньги в запасе, чтобы мы заложили себе вот какое-то безопасное будущее, финансовое в том числе. Да? Кстати, про здоровье тоже карта говорит о том, что нужно заниматься здоровьем, нужно о нем заботиться, стабилизировать его, если вдруг кто-то болел, да. И нужно, как бы, чтобы было хорошее питание, там свежий воздух, погулять там по травке, где-то отдохнуть на природе. Вот это все тоже на благо будет. И первая часть месяца у нас выпадает карта старшего аркана смерть. Это у нас идет какая-то перемена большая, да, это те события, на которые мы не можем повлиять. Скорее всего, здесь накладывают отпечаток на нашу жизнь события, которые происходят в обществе. Может быть, это, конечно, наши какие-нибудь судьбоносные события. Давайте посмотрим. Да, скорее всего, здесь события, которые происходят в наших отношениях, либо с любимым человеком, либо с друзьями, либо то, что касается семьи и отношений. Вот здесь у нас могут быть такие моменты, да, может быть, которые
нелегко как-то переварить. Это может касаться финансов наших партнеров. Или, может быть, допустим, у нас был какой-то родственник, он ушел из жизни и нам оставил какие-то деньги, да, какое-то завещание или наследство. Мы можем от государства получать какие-то деньги. Может быть, допустим, был какой-то сложный период, да, и мы знаем, что мы можем дотацию получить. И вот есть возможность либо начать этот процесс, либо уже получить эти деньги от государства. Это может быть, знаете, какие-то тайные дела выйдут наружу, которые касаются взаимоотношений, что будет нас очень сильно тут задевать, менять нас будет, да. Это может быть, знаете, какие-то страхи поднимаются наружу, которые связаны с партнером, может быть, страх потерять партнера или еще что-то в этом роде. Здесь может быть какие-то долги, какие-то счета, налоги, может быть, мы их там выплачиваем, допустим, полностью, да, либо наоборот кто-то в долги вступает только, да, но набирает долгов. То есть здесь вот смотрите, вот с деньгами нужно быть осторожнее, нужно думать, что это надолго, что это меняет вашу жизнь. Вот если есть возможность, кредиты не брать, вот желательно по этой карте. Также карта говорит о том, что если есть какие-то проблемы со страхами, то неплохо было бы посетить психолога. Также карта говорит о том, что может быть, допустим, если кто-то из львов хочет начать свое дело, да, предпринимательство, то можно, в принципе, вот в начале этого месяца можно начинать какие-то дела, потому что эта карта действительно таких трансформаций, перемен, особенно удачная для предпринимательства, но именно большого предпринимательства, не своего дела, да, а вот когда вы в партнерстве с кем-то или просто это по масштабам большое дело, какие-то сделки такие, которые в предпринимательстве тоже хорошо по этой карте, но нужно быть осмотрительней, да, нужно все проверять. А также эта карта очень часто связана с профессиями, которые, знаете, с угрозой для жизни, да, там это пожарные, военные, полицейские, либо это очень часто хирургов тоже показывает карта. То есть, смотрите, вот не попадайте в такие ситуации, если возможно, да, когда есть угроза для вашей жизни. По крайней мере, сознательно не рискуйте. Так, что еще здесь можно сказать? Судья. Судья очень часто идет по этой карте. Судья, правительство, начальство, да, вот, может быть, вопросы какие-то, которые от них зависят, вы будете решать. Но я думаю, что это будет удачно. Да, вы, скорее всего, решите здесь все вопросы. Карта очень хорошая, которая, ну, которую я сейчас достала. То есть вы решите эти вопросы, эти все перемены, они к лучшему вам будут. Это как раз то, чего вы хотели, да. Может быть, это не сразу будет результат в отдаленном будущем, но вы получите то, что хотите. Будет какой-то новый поворот в вашей судьбе. Теперь у львов середина августа. Здесь у нас 7 жезлов. Карта говорит о том, что придется, скорее всего, как-то проявлять себя, отстаивать себя, показывать все свои самые лучшие стороны, таланты, способности. Здесь нужно, знаете как, вот лучше всего, чтобы у вас была одна цель какая-то вместе с другими людьми. Вот тогда легко здесь побеждать. То есть лучше к решению своих вопросов привлекать еще окружение, близкое окружение. Тогда вы легко справитесь тут с ситуациями. Да? 7 жезлов у нас астрологически это Марс во Льве. Марс – это у нас новые какие-то дела, новые идеи, которые мы начинаем реализовывать. Да? Это вот именно наша личность, это то, что нас характеризует, это наша, знаете, репутация. Да? То есть все это нужно использовать для того, чтобы достичь целей своих. Ну и, конечно же, активность. Да? То есть без активности вот мы тут не решим вопрос как следует. То есть нужно двигаться, нужно стараться, нужно привлекать других людей на свою сторону, да, и оптимизм, да, он должен всегда быть сохранен. Так, чего это касается больше всего? Больше всего это касается у нас
стабилизации ситуации. То есть вот здесь у нас такая перемена, поворот в жизни, да, теперь мы должны закрепиться здесь, а для этого нужно постараться, да, вот эта карта тоже у нас стабильности. Так, теперь окончание месяца, это у нас шестерка жезлов, и мы здесь побеждаем, да, мы здесь побеждаем не в одиночестве, а с другими людьми. И действительно, мы здесь будем чувствовать себя очень счастливыми. Действительно, мы можем как-то выйти на новый уровень, расширить свои возможности в работе, в деньгах, да, может быть, поехать можем туда, куда хотели. Очень часто эта карта для отношений значит, что мы как бы пользуемся благосклонностью, да, у своего партнера. Это, знаете, совместная жизнь, но очень часто она не зарегистрированная, да, то есть это такой гражданский брак. Вот если, допустим, вы еще не были женаты, то вот очень часто эта карта показывает такие взаимоотношения, да. Но в любом случае эта карта очень счастливая, оптимистичная. Она говорит о том, что вы все решите, все свои дела, которые у вас были, они будут решены. Это может быть и поездки, да, это может быть повышение в должности, это может быть инвестиции, если вот с деньгами вы тут занимались. В любом случае все хорошо заканчивается для вас, все как-то привлекает к вам внимание, и все вопросы, знаете, вот решаются. Для отношений выпадает король мечей. Карта говорит о том, что в отношениях может быть какая-то холодность, может быть, будет мало чувств, может быть, просто такое время, что некогда особо чувствами заниматься, нужно решать какие-то важные вопросы, да. Но все-таки для отношений эта карта, конечно, такая разрушительная, поэтому будьте осторожнее, да, потому что если, допустим, вы будете отдавать предпочтение каким-то там делам, работе, деньгам, а отношениям не будете уделять внимания, то они могут разрушиться, да, то есть вы можете остаться совсем без отношений, поэтому вот нужно быть осторожными. И нужно быть, знаете, вот взвешивать каждое слово свое. Звонить вовремя, там, писать, да, думать о том, что, ну, чтобы человек не беспокоился. В общем, ну, нужно быть теплее, да, нужно быть как-то мягче, может быть, и задуматься о будущем, потому что сейчас у вас, допустим, нет настроения, да, а потом вы пожалеете о том, что не нашли в себе силы, потому что останетесь без близкого человека. То есть здесь осторожнее нужно. А для тех, кто в поиске партнера, восьмерка бубновая говорит о том, что для вас может быть как раз встреча с человеком, который, ну, скорее всего, он будет такой свободолюбивый, да, он, может быть, не захочет там брака, он захочет свободных отношений, да, с ним интересно, да, он очень такой умный, разумный, но вот смотрите, для вас это очень хороший шанс, да, если вас устраивают как бы такие отношения, то как бы для вас это действительно удача, да. Если же вы хотите, чтобы отношения были там семейными, прочными, да, чтобы зарегистрирован был брак, то, скорее всего, здесь это не удастся, потому что не хочет человек этого, ну, может быть, пока что не хочет. Для тех, у кого уже есть пара, валет трефовый, карта говорит о том, что вы вот прям, знаете, две карты, которые говорят о вашей резкости, о вашей холодности, о желании спорить и о желании даже разводиться, да. Давайте еще одну карту достану. Ну, скорее всего, знаете, будет много соблазнов, вам будет казаться, что вы найдете себе лучше человека, да, и у вас будут лучше отношения, будет человек, который вас понимает и так далее. То есть вы как бы с учетом того, что в будущем вы будете более счастливыми, вы можете разрушить эти отношения. Но так ли это будет, неизвестно. То есть, смотрите, карты все-таки предупреждают от того, чтобы вы эти отношения разрушали, потому что, знаете, такой жизненный перекресток у вас может как бы произойти в этом месяце, да, а что из этого получится, неизвестно. Там придется прикладывать усилия для того, чтобы как бы счастье сохранить, да, чтобы счастье было в вашей жизни. То есть, смотрите, конечно, сами ваше дело, но вот карты предупреждают о том, что может быть
что дойдет даже вот до разъединения, до развода. Будьте осторожны. Лучше вот всю вот эту энергию, да, пустить на дела, а здесь стараться вот как-то теплее. Либо, знаете, может быть, это партнер так себя будет вести, да, и вам трудно будет на него повлиять. Вот тогда желательно привлекать каких-то других людей для того, чтобы, ну, допустим, поговорить с ним, да, для того, чтобы, ну, как-то он пересмотрел свои взгляды и так далее. То есть, ну, может быть, какая-то ситуация такая сложная, но посредники могут помочь. Обычно как бы в эти дела, да, ну, как бы не нужно никого вмешивать. А здесь все-таки это может оказать какую-то поддержку, помощь. Для работы выпадает 5 мечей. Карта говорит о том, что пришло время учиться, менять что-то в своей деятельности, узнавать что-то новое, какие-то новые навыки применять и так далее. Может быть, для кого-то это даже переход будет на другую работу, да, может быть, захотите что-то менять срочно. Карта говорит о том, что вы можете даже там поссориться, допустим, с партнерами или поссориться с клиентами, поссориться с теми людьми, с которыми вы работаете. Вот здесь может быть вот такой вот какой-то конфликт, острая ситуация для львов. Посмотрим, что ждет тех, кто в поиске работы. 7 трефовая. Ну вот карта говорит о том, что для вас могут быть какие-то сложные времена сейчас, но отчаиваться все-таки не нужно. Потому что, вот, знаете, может быть, видите, у вас в конце месяца все равно стабилизируется ситуация, да? То есть просто наберитесь терпения, у вас до окончания месяца обязательно появится работа, будет работа в команде, в коллективе, будет, знаете, вот много работы, да, может быть, вы будете участвовать в каком-то общем процессе производственном, может быть, придется при этом еще и навыки какие-то новые получать, переучиваться, доучиваться, но вы справитесь. Вот карты говорят о том, что у вас все тут стабилизируется вот к концу месяца. Для тех, кто работает, король червовый, карта говорит о том, что будет, скорее всего, влиять какой-то человек на вас, возможно, руководитель, да, который, может быть, внесет какие-то коррективы вот в тот привычный процесс труда, к которому вы привыкли. Может быть, будете дополнительно учиться, да, на дому, может быть, удаленно будете работать, может быть, у вас были какие-то там цели, планы на повышение, допустим, да, на повышение в должности, на улучшение, на увеличение зарплаты. Вот здесь пока что, скорее всего, придется подождать. Какие-то тут, знаете, кризисные еще пока что меры действуют. А для тех, кто своим делом занят. 9 бубновая. Карта говорит о том, что вам срочно нужно что-то менять, перестраивать. Кризис все-таки есть, нужно работать локтями, да, нужно менять ситуацию, может быть, чему-то учиться. Особенно это касается, может быть, работы в интернете или удаленной там через какие-то базы клиентские и так далее. Но в любом случае, если так все оставить, то можно вообще потерять свое дело. То есть обязательно нужно, вот в этих условиях кризиса, нужно что-то новое начинать. Не бояться закрывать одно, начинать другое. В любом случае здесь, может быть, не обязательно даже прям закрывать что-то, да, может быть, просто трансформировать нужно, менять. В финансах выпадает 7 пентаклей, карта хорошая, денежная, может быть, деньги получите не в полной мере, как рассчитывали, может быть, это будет немного меньше сумма, но, тем не менее, деньги будут. А для тех, кто на зарплате, 6 пиковая, карта говорит о том, что деньги будут зависеть от того, что происходит в обществе, что происходит в государстве. Да? Может быть, допустим, вы не работали какое-то время, да, или из-за этого может быть меньше денег, или, может быть, пострадало ваше предприятие, на котором вы работаете из-за кризиса, тоже здесь что-то может быть с деньгами, да, то есть какое-то вмешательство там руководства, администрации, законов и так далее, вот на ваши деньги как-то влияет.
Для тех, у кого свое дело, карта говорит о том, что будет очень много эмоций по поводу денег, да, то, что не в достаточном количестве, они, может быть, от членов семьи будет проблема, да, то, что, допустим, на семью нужны какие-то деньги, да, расходы нужны, а денег недостаточно. И вот здесь вот могут быть какие-то даже сложности в общении из-за этого, может быть, ссоры и так далее. Вот на фоне денег, да, какие-то эмоции по поводу денег. Может быть, знаете, вы как-то можете соблазниться на какую-то покупку, которая вам в дальнейшем не принесет того, что вы от нее ожидали. То есть, если хотите вот покупать что-то крупное, будьте внимательны, вот проверьте все, продумайте, потому что может здесь вот вас огорчить. То есть, что-то вы не знаете, не так все будет, как вы думаете. Еще, знаете, вот может как-то ваша репутация здесь пострадать, и это отразится на деньгах. Тоже вот нужно подумать в этом направлении. Друзья, желаю всем замечательного августа. Желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго. До новых встреч.